Вы когда-нибудь чувствовали себя совершенно потерянным, лишенным сил и горькими слезами, струящимися по вашим щекам, отчаянно жаждущим проблеска надежды, слова поддержки? Вы не одиноки в этом бурном путешествии. Это послание присутствует для вас сейчас и несет в себе суть силы и обновления. Внимательно прислушайтесь к этим словам, исходящим из сердца Всевышнего, обладающего силой исцелять самые глубокие раны и зажигать внутри огонь веры, превращая сухость в друга счастья. Позвольте этому потоку божественной энергии течь через каждую клеточку вашего существа, инициируя метаморфозу, которая достигнет самых глубоких частей вашего существа. Это небесное послание обещает наполнить вашу жизнь неожиданной радостью, невообразимым счастьем. Не забывайте эту предоставленную вам возможность, руководствуясь божественной любовью, бьющейся в вашем сердце. Соедините свои чувства с этими словами и завершите момент теплым «Аминь». Присоединяйтесь к нашему сообществу, проявите свою поддержку позитивным настроем и с уверенностью заявите: «Бог – мой спутник на дороге». В взлетах и падениях этого путешествия под названием «Жизнь» вас, естественно, окружают сухие и сложные моменты. На этом уровне тьмы увидеть свет в конце туннеля кажется трудной задачей. Но твердо держитесь этой непоколебимой истины: тени вокруг нас – всего лишь паузы в симфонии небесного существования. Храните в своем сердце знание, что божественный свет всегда будет освещать ваш путь. Продолжайте читать это сообщение до конца, оставьте свою отметку «Нравится», поделитесь этим светом с другими и подпишитесь, чтобы получать больше сообщений, которые питают ваш дух. Каждая слеза, пролитая в трудные времена, является свидетельством вашей силы и способности к трансформации. Эти слезы – очищающие капли, которые сметают накопившуюся печаль и готовят почву для грядущего изобилия счастья. Он убежденно сказал: «Моя сила исходит свыше». Даже во времена хаоса и истощения никогда не стоит недооценивать силу, которая находится внутри вас. Подпитываемый решимостью, настойчивостью и безусловной любовью, священный огонь человеческого духа ярко горит внутри вас. Посадите благодарность в своем сердце, потому что именно из этого семени вырастут неожиданные благословения, некоторые из которых могут оказаться трудными. Верьте в свой безграничный потенциал и свою способность преодолеть любые препятствия. Помни, что в каждой молитве, в каждом вздохе я с тобой, слушаю тебя, обнимаю тебя и изливаю на тебя свою вечную любовь. Каждая часть пазла вашей жизни идеально сложится вместе, чтобы сформировать картину более прекрасную, чем вы когда-либо могли себе представить. Не бойтесь мечтать, ведь мечты – благодатная почва, на которой растут чудеса. Наполните свои мечты верой и терпением, и вы увидите, как они станут прекрасной реальностью. Празднуйте каждое достижение как доказательство силы, которая существует внутри вас. Слезы радости потекут рекой, подтверждая чудеса, которые вы способны сотворить с божественной помощью. Повторяйте с уверенностью: «Мои мечты благословлены свыше». Позвольте божественной любви наполнить ваше сердце и залечить ваши самые глубокие раны. Оставайтесь до конца, поделитесь этим благословением с другими и подпишитесь, чтобы получать ежедневные сообщения, которые созидают вашу душу. Примите уникальность своего пути и не поддавайтесь искушению сравнить свой прогресс с прогрессом других. Каждый идет своим путем, и то, что подходит одному человеку,
может не подходить другому. Воспринимайте трудности как возможность проявить себя, даже среди невзгод. И помните, в минуты скорби жизнь соткана нитями необыкновенной радости и глубокого счастья. Ваша семья и друзья – бесценные сокровища, которые разделяют с вами радости и горести жизни. Научитесь любить себя со всеми своими недостатками и ошибками, ведь прощать. Любовь, будь то к себе или к другим, является важной частью поиска истинного счастья. Помните, что вы постоянно меняетесь, двигаясь к будущему величию. Никогда не отказывайтесь от своей веры, потому что это балласт, который удерживает ваш корабль в безопасности среди жизненных штормов. Примите тот факт, что у всего есть цель, и рассматривайте каждое препятствие как приглашение к росту и извлечению ценных уроков. Мечта очень ценна, потому что ваша мечта – это семя в плодородной почве вашего сердца. Храните эти мечты решительно и настойчиво, и они превратятся в прекрасную реальность. Решения, которые вы принимаете, руководствуясь любовью и настойчивостью, могут вытереть слезы и превратить трудности в моменты радости. Доверьтесь уверенности, что высшая сила работает в вашу пользу. Настоящая радость часто приходит от того, что мы делимся любовью и привязанностью. Напишите с верой: «Мое путешествие уникально и благословлено Богом». Развивайте отношения, основанные на уважении и взаимопонимании. Недооценивать собственную внутреннюю силу – ошибка. У вас есть исключительная способность преодолевать трудности, находить решения и достигать побед, которые способствуют росту и гармонии. Сегодня я прошу тебя дать мне силы, ведь жизнь полна трудностей. Но ваше присутствие усиливает это, и я также прошу вашей мудрости принимать решения, соответствующие вашей божественной цели, помочь мне заглянуть за пределы поверхности и понять последствия моих действий. Я заявляю, я руководствуюсь божественной мудростью. Господь, я жажду исцеления для себя, для тех, кого люблю, и верю, что Твоя исцеляющая сила всегда будет окружать нас. Я верю, что прямо сейчас вы отмечаете волшебный путь, предлагая решения, которые выведут меня за пределы человеческого понимания. И если вы чувствуете, что происходит чудо, примите его и подтвердите свою веру, сказав: «Я принимаю чудо, которое мне готовится». Поверьте, Бог посылает в вашу жизнь ветер трансформации, настолько мощный, что он изменит ваш путь и приведет к событиям, которые вас удивят. Представьте себе 2024 год как чистый лист, где Бог начнет изображать истории чудес, исцеления и благодати, которые сокрушат вас и вашу семью. Лавина благословений, которая повлияет на ваше существование как на мощную восстанавливающую силу. Итак, если вы чувствуете, что готовы к этому преобразующему потоку, запишите свои убеждения и скажите: «Я принимаю и приветствую этот уникальный момент». И приготовьте Божью руку, чтобы переопределить карту вашей жизни силой обновления, которая переполнится. С Богом все возможно. Для меня трудные времена требуют творческих решений. Это послание от Творца Невозможного натолкнет вас на блестящие идеи. Смотрите до конца, ставьте лайк, делитесь со всеми и никогда не пропустите видео, подписавшись прямо сейчас. И если вы боретесь со страданиями, физическими или эмоциональными, знайте, что лучшие целители сейчас обращаются к вам, готовые предложить защиту. Не только вы, но и ваша семья, ваши финансы,
ваше время, здоровье и все остальное, что для вас ценно. Воззовите «Аминь», если вы чувствуете эту истину в своем сердце. А всемогущий Бог, всемогущий Создатель Вселенной и несравненный Целитель, мы склоняемся ниц перед Тобой, прося Твоей бесконечной милости и любви. Наконец, мы возносим наши молитвы специально за физическое исцеление, веря, что в Тебе, Господь, невозможности, ни одна клетка, орган или система не подлежит восстановлению. Испытайте верой, я принимаю славное будущее, которое запланировал Бог. Чем сложнее задача, тем большую судьбу приготовил для вас Бог. Не оценивайте свои экзамены. Ради своей нынешней судьбы и славы, которую Он явит, помни Давида и знай, что тебе, как и ему, также суждено величие. Те, кто сомневается, высмеивает вашу веру или подвергает сомнению божественную силу в вашей жизни, станут свидетелями драматического поворота. Каждая проблема, каждое испытание и каждый великан станут тем главным ключом, который сможет открыть любую дверь, сломать любой барьер, разорвать каждую цепь и сделать вас живым символом силы Творца. Напишите с благодарностью «Я часть божественного плана». У Бога, знающего все свои тайны, есть для вас необыкновенный план, который заставит все ваши нынешние трудности померкнуть перед благословениями, которые Он дарует. Он Отец, который всегда внимателен и заботится о каждой детали вашей жизни, так зачем же молчать в отчаянии? Стоять! Бог хочет, чтобы вы испытали гармонию и счастье как на земле, так и на небесах. Он хочет, чтобы вы наслаждались каждым моментом вашего существования, каждым вздохом и каждой слезой, и знали, что Он всегда готов начать с вами новую главу повествования, отмеченное триумфом и бесконечными благословениями. Твердо заявите: «Я на шаг ближе к новой главе, полной благословений, но для этого вам нужно освободить для этого место». Мы понимаем, что во времена радости мы забываем о присутствии Бога, а во время бури бежим искать Его руки. Бог всегда присутствует в нашем смехе и слезах, всегда готов вести нас. Ваша вера сегодня будет проверена и укрепится. Смотрите без перерыва, ставьте лайки, делитесь этим подарком с теми, кто в нем нуждается, и подпишитесь, чтобы получать ежедневную дозу небесного ободрения. Я всегда рядом, готов оказать прием, защиту и поддержку. И когда буря утихнет, вы увидите, как ваша работа реорганизуется, ваши финансы растут, ваше здоровье улучшается, а мир расцветает в вашем доме, потому что, когда Бог решает открыть дверь, Он делает это с размахом, превосходя все ожидания. Он с энтузиазмом заявил «Аминь» и вся слава Богу. Верьте в присутствие Всевышнего, который сейчас точно рядом с вами. Прими, друг мой, благодать Божию, которая не только удовлетворяет твои нужды, но и значительно превосходит их. Бог здесь, чтобы увеличить вашу силу, энтузиазм, смелость, творческий потенциал и мотивацию. Приготовьтесь получить обилие благословений, ресурсов и помощи. Пусть наши дома будут наполнены любовью и гармонией, пусть наша работа будет каналом удовлетворения и изобилия, и пусть наш финансовый выбор будет определяться Его совершенной мудростью, которая гарантирует постоянное процветание. Он написал: «Мой дом – это место божественного благословения». Господь, Ты, знающий и видящий все, мы призываем к восстановлению всего, что было у нас отнято, будь то отношения, возможности или мир.
Пусть ваши силы восстановления увенчаются успехом и вернут нам то, что по праву принадлежит нам. Твоя душа жаждет надежды, мой друг. Эти слова способны залечить раны и оживить мечты. Смотрите от начала до конца, не моргая, как и в конце. Делитесь с теми, кто нуждается в этом божественном свете, и регистрируйтесь, чтобы каждый день получать инъекцию веры. Бывают моменты в жизни, когда кажется, что Бог не действует в соответствии с нашими ожиданиями, и в таких ситуациях вера может поколебаться и заставить нас усомниться в Его заботе о нас. Однако в эти моменты сомнений и уязвимости возникает возможность того, что произойдет чудо, что-то действительно прекрасное и неожиданное появится перед нами. Помните, что каждый момент неопределенности может стать моментом, когда Бог решит действовать, превращая задержки и разочарования в благодатную почву для глубокого обучения и чудес. Если вы верите, скажите: «Бог присутствует в каждый момент моей жизни». Возможно, Бог испытывает вас, чтобы увидеть, действительно ли вы являетесь Его истинным наследием, наследником достоинства и власти, которые Он предназначил. Помните, что отныне вы идете по пути невиданных чудес, эпохи, где происходят ранее немыслимые вещи, где происходит обновление. И вы – главный агент своих выдающихся достижений. Мой любимый брат, моя любимая сестра, слава, которая ждет впереди, неописуема. Отметьте этот день как поворотный момент, поскольку сегодня настал момент, когда все, что было у вас несправедливо отобрано, будет восстановлено. Не просто компенсация, но полное восстановление, изменение настолько необычное, что оно вызовет всеобщий трепет. Поддерживайте себя, оставляйте позитив, подписывайтесь на каналы благословения и знайте, что, несмотря на жизненные трудности, вас ждет светлое будущее. Слезы радости омоют нас. Верьте в Божьи обещания. Приготовьтесь отпраздновать это событие, потому что я знаю, что вам предстоит пережить что-то поистине удивительное. Итак, со всей силой вашего сердца и каждой искрой веры, которую вы можете собрать, поднимите свой голос и скажите «Аминь». Квитанция. Я верю, что мы вместе возносим свои молитвы Богу. Перед Ним мы хотим выразить благодарность и поклонение. Спасибо Тебе, Господь, за Твою бесконечную любовь и за все блага, которые Ты нам даруешь. Мы так благодарны за жизнь, семью и друзей, которые Вы нам подарили. Это подтверждает, что моя жизнь – мозаика благословений Божьих. Когда вы сталкиваетесь с темными и трудными временами, помните, что тьма – это не конец, а скорее временная передышка. Свет рассвета приветствует новый день, полный надежд и славных возможностей. Носите это божественное откровение с собой навсегда, делитесь им как можно больше. Оставьте свой след как ценный знак поддержки, чтобы это затронуло многих других. Поделитесь с семьей, друзьями или даже незнакомцами и распространяйте надежду, куда бы вы ни пошли. И не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы наше общение с помощью видео продолжалось и каждую неделю приносило вам важные сообщения. Взгляните на это с надеждой, свет Божий осветит тьму. Это послание от Бога сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянным и без сил продолжать? Вы когда-нибудь плакали, отчаянно нуждаясь в словах поддержки, послании надежды? Так что знайте, что вы не одиноки в этом путешествии. Это видео дает вам то, что вам нужно прямо сейчас.
настоящие, сильные слова человека, который может сделать все. У них есть дар исцелять глубокие раны, разжигать огонь веры и вызывать источники радости там, где раньше была только сухость. Да, ответы, которые желает ваша душа, прямо перед вами, так что не отводите взгляд ни на секунду. Позвольте этой величественной волне божественной энергии вторгнуться в ваше существо и вызвать глубочайшую трансформацию внутри вас сегодня. Откройте свое сердце этому небесному посланию, которое обещает наполнить вашу жизнь неожиданной радостью. Это уникальная возможность испытать безмерное счастье. Не отвлекайтесь от этой скорой победы. Если внутри вас бьется божественная любовь, внимательно прислушайтесь к каждому слову в этом видео. Давайте объединим наши души этими словами и завершим их искренней молитвой. Аминь. Покажите свою поддержку положительным знаком и присоединяйтесь к нашему сообществу. Заявите с полной уверенностью: Бог со мной. Бог говорит, что в этом путешествии, которое мы называем жизнью, нас иногда окружают сухие и неспокойные времена. В такие моменты трудно увидеть свет в конце дороги. Примите эту истину: тени, окружающие нас, не более чем разрыв в этой прекрасной симфонии жизни. Пишите с надеждой: свет Божий направляет мой путь. И если внутри вас излучается божественная любовь, посмотрите это видео до конца, поставьте лайк, поделитесь им и подпишитесь, чтобы получать больше воодушевляющих сообщений. В испытаниях каждая пролитая слеза является признаком трансформации и силы. Они говорят о том, как стать сильнее и взглянуть на мир с новой смелостью. Эти капли – средства очищения, очищающие накопившуюся печаль, подготавливающие вашу душу к пожинанию семян счастья, которое ждет впереди. Скажи твердо: «Моя сила от Бога». Даже если вы тонете в хаосе и истощении, никогда не сомневайтесь в невероятной силе, которой вы обладаете. Внутри вас яростно горит священный огонь человеческого духа, решимости, настойчивости и безусловной любви. Благодарность переполнится с помощью этого маяка. Благодарственное письмо: «Мое путешествие благословлено Богом». Не позволяйте страху и неуверенности контролировать вас. Если жизнь преподносит сюрпризы, некоторые из которых пугают, помните, что истинное мужество заключается в том, чтобы окунуться в море возможностей. Верьте в свой безграничный потенциал и способность добиться успеха в любой задаче. Помните, что в ваших молитвах я рядом, слушаю вас, поддерживаю вас и изливаю на вас свою бесконечную любовь. С каждым шагом каждый кусочек жизненного пазла собирается воедино, и полученная картина оказывается более впечатляющей, чем вы когда-либо могли себе представить. Не бойтесь мечтать. Я – моя тихая гавань посреди бури. Каждое испытание дает возможность укрепить вашу веру и вырасти духовно. Доверьтесь моей безусловной любви, ибо я близко знаю каждого из вас, и мое сердце радуется желанию обильно благословить вас. Если вы верите этому сообщению, напишите «Верю». Будьте счастливы в трудностях, потому что именно в трудностях вы найдете внутреннюю силу для достижения большей победы. Не бойтесь, потому что я пастырь, охраняющий вашу жизнь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Верьте в талант, который живет в вашем сердце, и в непоколебимую веру, которая приведет вас к достижению таких горизонтов, о которых вы и ваша семья даже не мечтали.
Я готовлю благословения и чудеса, превосходящие всякое человеческое понимание. Откройте свое сердце и с благодарностью примите благодать, которую я изливаю на каждого из вас. Наполнитесь надеждой и будьте счастливы, ведь мой план для вашей жизни – изобилие и радость. Едины в своей любви и встречаем трудности с верой и мужеством. Потому что вместе, как семья, они обнаружат, что способны преодолеть любые трудности. Да благословит вас Бог уверенностью, что в моих объятиях вы найдете утешение и силу, необходимые для продолжения. Возлюбленные, доверьтесь моей заботе и позвольте моему присутствию наполнить ваше сердце миром и надеждой. Ибо я есть путь, истина и жизнь. Примите мои благословения и почувствуйте радость божественной благодати, изливающуюся сегодня на вас и вашу семью. Бог благословил. Комментарий: я принимаю это благословение. Дорогое мое дитя, я очень хорошо понимаю бремя, которое ты несешь в своем сердце, и трудности, с которыми ты сталкиваешься. Иногда грусть кажется больше, чем вы можете вынести, а чувство одиночества может быть непреодолимым. Однако знайте, что вы не одиноки в этой битве. Я присутствую в каждой слезе, падающей из твоих глаз, и в каждом вздохе, исходящем из твоей груди. Не бойтесь открыть мне свое сердце, потому что я Бог, исцеляющий и восстанавливающий, готовый дать вам облегчение и надежду. Я вижу все усилия, которые вы приложили, чтобы двигаться вперед, даже в невзгодах, и именно с любовью и состраданием я пришел сегодня, чтобы передать через это видеопослание о том, что Божьи благословения проявляются в вашей жизни здесь и сейчас. Поверьте, что именно я несу ваше бремя и способен превратить ваши трудности в возможности для роста и победы. Оставьте свои заботы в моих руках и позвольте мне позаботиться о каждой детали вашей жизни. Следующие слова, которые Бог говорит вам сегодня, предназначены для вашего сердца. Будьте внимательны, ведь Он содержит секреты, которые понятны только вам. Поверь, сынок, в твоем путешествии снова будет светить солнце. Пусть надежда на рассвет наполнит твою ночь. Это произойдет и в вашей жизни. Дни чудес еще не закончились. Мои слова сохраняют свою силу и жизненность. Мой Святой Дух окружает вас и продолжает наполнять вас. Я понимаю, что ты переживаешь трудный этап, и тебе очень нужно мое присутствие. Однако не позволяйте страху или дискомфорту взять над вами верх. Я здесь, рядом с тобой, хотя чудо кажется невозможным как для тебя, так и для твоих близких. Ваша вера и преданность будут удостоены чести, ваше непоколебимое доверие и терпение будут вознаграждены необыкновенными чудесами. Желанная операция уже в пути, и когда она прибудет, я надеюсь, вы примете ее с благодарностью, поскольку она превзойдет все, что вы могли себе представить. Я хочу благословить моего любимого сына, и поэтому советую тебе: встань и будь храбрым. Как и верующие, которые были до меня, вы тоже обладаете силой исцелять и не спосылать дождь благословений, чтобы облегчить эти трудные времена. Однако любовь, которая наполняет вас, защищает и меняет вашу жизнь, очень важна. Если вы ищете чудо, вы получите чудо. Вы идете путем веры, формируя будущее с надеждой в своем сердце. Невидимое становится видимым через мои святые слова, мои обещания становятся реальностью, и то, что кажется невозможным, становится возможным.
Я с тобой, дитя мое, и я совершу чудеса большие и могущественные, чем ты можешь себе представить. Поверьте мне, потому что я приведу вас к победе. Будь тверд в своей верности, доверяй только мне, ведь ты мой любимый сын, и моя любовь к тебе непоколебима. Я протягиваю тебе руку, всегда готовую защитить тебя. Я понимаю твою борьбу и всегда рядом с тобой. Помни, что ты важен для меня, и я буду заботиться о тебе с любовью и нежностью. Отдай мне свое время, верь в мои обещания и сохрани свою веру непоколебимой. Я с вами внимателен к вашим нуждам и молитвам. Они никогда не будут проигнорированы. Божье присутствие делает жизнь более значимой. Вы сталкиваетесь с трудностями, но я рядом с вами, как и в счастливые времена. Не расстраивайтесь, питая сомнения или думая, что ваши ошибки сделали меня неуязвимым. Приятно слышать твою искренность, когда ты признаешь свои ошибки. Прими это охотно и приди ко мне с искренним покаянием. То, что я сказал, правда. На небесах радость, когда искренне раскаиваешься в своих ошибках, грехах и проступках. Нынешний вызов – это не наказание. Я не трачу свою энергию на поиски гибели моих детей, когда они ошибаются. Я люблю как твоего Создателя, как твоего Отца. Я признаю свои ошибки и отрекаюсь от греха. Я терпеть не могу людей, не понимая их по-настоящему. Не распространяйте ложь, избегайте распространения ложных показаний. Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, и поставь меня на первое место в своей жизни. Я хочу быть твоим первым, твоим единственным, твоим Богом, твоим Богом. Запомни мои слова. Слушайте их внимательно. Я не хочу, чтобы ты забыл то, что я сказал. Я помогаю вам выйти из этой ситуации, направляю ваши шаги. Я вам уже отвечал и отвечу еще раз. Я делаю это, потому что люблю тебя. Я не злюсь. Нет никаких причин, чтобы это было так. Если ты оставил путь беззакония, я восстановлю тебя. Я буду с тобой в трудную минуту, когда ты будешь во мне нуждаться больше всего. В трудные времена, когда кажется, что проблемы душат вашу веру и дыхание, я буду рядом, чтобы воодушевить вас и укрепить вашу веру. Я поддержу тебя настолько сильно, что страх покинет тебя, мое любимое дитя. Знай, что я ближе к тебе, чем кто-либо другой. Я действительно понимаю ваши трудности и страхи. Когда вы чувствуете себя подавленным и слабым, я здесь, чтобы дать вам силу и смелость. Когда вы ищете советов в преодолении жизненных неопределенностей, я слушаю вас с состраданием. Я здесь не для того, чтобы судить, а для того, чтобы помочь вам преодолеть препятствия. Я формирую ваши эмоции, чтобы вы могли преодолевать трудности сбалансированно и уверенно. Помимо ваших чувств, я думаю о вашей душе, духе и разуме. Я передаю свою божественную мудрость, чтобы вы могли плавать и преуспевать, принося гордость вам и вашим близким. Итак, отложите свои заботы. Я раскрываю ваш невероятный потенциал успеха. Слушай мои слова с любовью и прими дары, которые я тебе дал. Верьте в себя и сохраняйте веру в меня. Не бойтесь трудностей, ведь я всегда рядом с вами и превосходю ваши ожидания. Моя любовь к тебе безгранична, и я счастлив,
когда ты находишь время, чтобы помолиться и включить меня в свою повседневную жизнь. Ваша вера не остается незамеченной. В свою очередь, я обещаю поддерживать вас, защищать и воодушевлять вас. Я осветлю тебе путь, открой правую дверь. Продолжайте молиться и укреплите свою веру. Со мной ни один враг не победит. Их усилия причинить вам вред будут тщетными. Я дарю тебе победу за победой, потому что ты мне дорог. Я ускоряюсь, чтобы вы могли быстрее получить свои благословения. Будьте готовы к трансформации. Я знаю ваши потребности, но хочу, чтобы вы ясно подумали о своих желаниях и молитвах. Достигайте успеха с решимостью. Присутствие Бога в моей жизни – мое величайшее богатство. Он призвал к искренней вере, постоянной молитве, преданности и большой личной самоотдаче. В обмен на эту жертву я подарю вам успех, который навсегда благословит вашу семью, не вызывая печали и разногласий. Я не желаю, чтобы твоя семья страдала в твое отсутствие, а чтобы ты восторжествовал в этом мире и стал источником света, прогоняющим тьму твоих врагов. Всегда помните о своей семье. Избегайте стрессов и заботьтесь о своем здоровье. Я всегда желаю вам всего самого лучшего, истинного мира и искренней веры жить мирно, не беспокоясь о материальных благах. Помните, что богатство этого мира временно. Ты ничего не взял с собой, когда родился, и ничего не возьмешь с собой, когда уходишь. Однако любовь и нежность, которыми вы делитесь с теми, кто вас любит, вера, которую вы распространяете, помощь, которую вы предлагаете нуждающимся, ваша непоколебимая вера и преданность – это элементы, которые будут духовно вознаграждены. Я скажу себе: приди, мое любимое дитя, моя любимая дочь. Недолго ты была верна, и теперь я посылаю тебе великое благословение. Однажды ты наденешь себе на голову корону, и я положу ее туда своими руками. У меня есть сила контролировать время и менять времена года, чтобы призывать и обновлять их. Сердце идеально все выравнивает, чтобы ты мог наслаждаться моими дарами и преодолевать свои трудности. Я нежно стучу в вашу дверь, приглашая вас позволить мне войти в ваш дом и наполнить каждого из ваших близких великим чувством покоя. Приготовьтесь к сезону процветания, ибо близко время, когда вы станете свидетелем испытания своих усилий и веры на своих глазах. Вы увидите слезы, которые вы проливаете, и искренние молитвы, которые вы смиренно возносите. В этом году вы сможете собрать обильный урожай и насладиться плодами своей самоотверженности. Обязательно оцените и сохраните драгоценный дар, который я вам дал. Оглянитесь вокруг и осознайте, насколько вы счастливы, что находитесь в лучшем положении, чем многие. Помните, что самое большое благословение, которое у вас есть, это ваша собственная жизнь. Я предлагаю вам возможность каждый день приближаться ко мне, углублять свое понимание, получать мои учения и обогащаться моими словами. Я хочу, чтобы ты понял в этой жизни нечто поистине удивительное. Я благословил тебя возможностью испытать ни с чем не сравнимую радость, особенно радость осознания того, что твои беззакония прощены и ты спасен. Быть живым означает, что вы можете жить согласно моему учению, следовать моим указаниям и избавиться от всего, что крадет вашу радость или мешает вашему мышлению. Представьте, как было бы здорово находиться здесь, дышать любовью, чувствовать радость и даже грусть.
Да, могут быть моменты, когда счастье вызывает слезы на ваших глазах или печаль заставляет вас плакать, но эти слезы являются напоминанием о том, что вы все еще живы. Пока жизнь течет через тебя, ты можешь приблизиться ко мне. Я здесь, чтобы дать вам возможность выиграть битву, преодолеть трудности и оставить позади свое бремя. Приходи ко мне каждый день, я жду тебя. Поделитесь со мной своими слезами, я буду здесь плакать вместе с вами, чувствуя каждое ваше чувство. Моя любовь к тебе не знает границ, и мне больно видеть тебя такой подавленной, несмотря на дар жизни и красоту вокруг тебя. Мне тяжело видеть, как ты страдаешь, неспособному почувствовать глубину моей любви к тебе. Сегодня я здесь не для того, чтобы обвинять вас, а для того, чтобы утешить вас. Поверьте мне, ибо я – ваше прощение, ваша любовь, ваша вечная жизнь, ваше исцеление и искупление. Почувствуйте божественный ветерок, аромат прекрасных цветов, суть весны. Почувствуйте ее нежное присутствие вокруг себя этим утром. Где бы вы ни находились, знайте, что вы можете найти утешение, зная, что время изобилия действительно близко. Твой дом будет наполнен божественным промыслом, мое дорогое дитя, тебя и твою семью ждет чудесное время обновления. Поверь мне, ищи меня, когда наступит день, пусть моя любовь окружит тебя. Я буду здесь, готовый выслушать, помочь и наполнить вас поистине особенным покоем. Если вы уделите время общению со мной, это будет иметь большое значение. Даже когда другие еще отдыхают, если вы обратитесь ко мне, я обещаю обильно благословить вас. Комментарий. Вера – мое оружие против невзгод. По мере вашего продвижения по пути знайте, что настойчивость и вера – ваши самые сильные союзники. Будьте тверды в своей преданности, потому что каждый шаг веры приближает вас к ожидающим вас благословениям. Не позволяйте жизненным испытаниям сбить вас с светлого пути, а вместо этого используйте каждое испытание как возможность укрепить свою решимость и уверенность в себе. Помните, что со сменой времен года меняется и ваш жизненный цикл. В невзгодах найдите в себе силы противостоять им смело и настойчиво, зная, что каждое испытание – это возможность расти и учиться. Оставайтесь на связи со своей верой, потому что именно она проведет вас через самые темные бури и приведет к миру и спокойствию, которые вы ищете. Не забывайте выражать благодарность за каждое полученное вами благословение, потому что именно через благодарность вы открываете дверь к большему изобилию и радости в своей жизни. Развивайте сердце, полное любви и сострадания, потому что именно эти качества формируют вас. Они поистине богаты духом. Найдите время для размышлений и медитации, поскольку именно в этих молчаливых паузах вы наиболее глубоко соединяетесь с самим собой и Божественным. Пусть мир и спокойствие этих моментов наполнят вашу душу и укрепят вас для решения предстоящих задач. Нравится? Готовясь пожинать плоды своих усилий, знайте, что вы не одиноки на своем пути. Божественное всегда рядом с вами, направляя и защищая вас на каждом этапе пути. Верьте в свою безусловную любовь и знайте, что вас действительно любят безмерно. Пусть Божественный свет освещает вас и вашу семью и приносит вам мир, радость и процветание во всех сферах вашей жизни. Желаю вам быть благословленными любовью, здоровьем и гармонией сегодня и навсегда. Напишите «Я верю в божественный план для моей жизни».
Пока ты отдыхаешь, я всегда слежу за тобой, защищаю, укрепляю и обновляю твой дух. Знайте, что вы никогда не бессильны. Не нужно чувствовать себя потерянным или думать, что вам придется столкнуться совсем в одиночку. Обратите внимание на чудо, которого вы ждете, потому что оно произойдет не благодаря вашим усилиям, а благодаря работе моего духа. Когда произойдет это чудо, вы остро почувствуете мое присутствие, и ваше сердце переполнится верой и благодарностью. Продолжай общаться со мной, продолжай искать меня. Ваша утренняя молитва имеет огромную силу. Они создали между нами особые моменты. Чем ближе вы ко мне, тем ближе вы к желаемому прогрессу. Быть со мной не означает, что у вас не будет проблем или трудных времен, но это гарантирует, что вы одержите победу даже перед лицом запутанных и бурных невзгод. Позвольте себе быть окутанным моей благодатью. Позволь моей любви вести твое сердце. Вы увидите изменения в себе, больше терпения, смелости и уверенности в жизни. Будьте смелы, потому что я тот, кто ведет вас. Не слушайте обвинителей, которые пытаются занизить вашу самооценку на основании вашего прошлого или ошибок. Помни, я пожертвовал всем ради твоей любви. Ваша ценность для меня так велика, что враг трепещет перед вашей связью со мной, потому что он знает, что рядом с вами ваша семья станет свидетелем чудес и силы. Я принесу перемены, исцеление и новые начинания не только тем, кого вы любите, но и многим вокруг вас. Берегите слова, которыми я делюсь сегодня. Возвращайся ко мне завтра. Проведите время со мной, и вы почувствуете покой, превосходящий этот мир. Вы почувствуете себя счастливым, в безопасности и окруженным моей любовью. Позвольте мне обнять вас, коснуться вашего сердца и успокоить вашу душу, когда вы начинаете свой день. Моя цель – рассеять тьму ночи и наполнить вас радостью рассвета. Вы провели часы, беспокоясь о проблемах, находящихся вне вашего контроля. Давай я тебе помогу. Дайте мне шанс укрепить вашу веру в меня и углубить наши отношения, чтобы наша дружба могла процветать. Благодарю вас за ваше уважение к моим поискам, мне это приятно. Однако я прошу вас больше доверять мне и считать меня своим доверенным лицом. Поделитесь со мной своими самыми искренними мыслями. Я здесь, чтобы выслушать вас, и ваши слова останутся с нами. Я прощу твои ошибки и брошу тебя на дно моря. Как я и обещал раньше, я не буду помнить твои прошлые ошибки. Я не заинтересован в сохранении того, что осталось. Так что каждый день уделяйте несколько минут разговору со мной. Я выслушаю ваши слова, выполню ваши просьбы и начну готовить для вас ответы. Просто верь, потерпи, чтобы мое обещание сбылось. То, что вы заказываете, не будет отложено, потому что оно будет доставлено немедленно. Найдите спокойствие в данный момент. Откройте себя необыкновенным благословением, которые встречаются на вашем пути: средства к существованию, мир, здоровье, духовное богатство, необычайное изобилие, семейная гармония, гармония отношений, прощение и любовь к вам и вашим близким. Начинайте каждый день с радости жизни. Будьте благодарны за возможности и благословения, которые наполняют дух богатством жизни. Помните, что есть и другие люди, которые страдают и нуждаются в моей помощи.
Я проведу вас к ним, чтобы поделиться своей любовью и раскрыть свои великие любовные планы. Наблюдайте, как растет ваше счастье и увеличивается ваша сила, когда вы выбираете путь благодарности и хвалы. Моя самая большая надежда – ваше счастье. Верьте в мою правду, ибо я говорю только то, что истина. Ваша истинная радость расцветет, когда вы предоставите мне достойное место в своей жизни, искренне слушая и ища меня. Я рад благословить тебя и окружить своей любовью. Дорогая, успокой свой разум. Остановите бесконечный круг беспокойства и отдайте мне свои проблемы. Не тоните в печали. В своих объятиях я предлагаю тебе мир. Теперь смотрите вперед с уверенностью. Путь перед тобой. Не волнуйтесь, не бойтесь. То, что я желаю, сбудется. Твои благословения в безопасности со мной. Они не будут удалены. Никто не имеет власти отнять хорошие дары, которые я дал тебе. Ничто не может вас сбить с толку, который я отслеживаю на протяжении всей вашей жизни. Комментарий. Божья сила поддерживает меня в жизненных трудностях. Однако важно помнить, что прогресс и благословение часто приходят неожиданным, а иногда и трудным образом. Посреди неопределенности верьте в путь, который мы идем вместе. Не позволяйте страху или сомнению затмить ваше видение. Вместо этого твердо держитесь веры в то, что каждый ваш шаг направляется моей любящей рукой. Иногда вам кажется, что вы одиноки, и на ваших плечах лежит тяжесть мира. В такие времена помни, что я всегда рядом с тобой, готовый снять твое бремя и облегчить твои заботы. Тебя любят больше, чем можно выразить словами, и твоя ценность для меня бесценна. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе. Когда вы чувствуете себя слабым или безнадежным, черпайте силу из наших отношений. Я твоя скала, твоя непоколебимая крепость. Не стесняйтесь доверять мне в любой ситуации, ведь я всегда готов протянуть вам свою могучую руку. Продолжая свой путь, знайте, что каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это возможность расти и учиться. Не бойтесь препятствий, которые встречаются на вашем пути, потому что они всего лишь шаги на пути к вашему прогрессу. Проявив смелость и решительность, вы преодолеете любые трудности, с которыми столкнетесь. Продолжай верить в себя и силу моей любви. Каким бы трудным ни был предстоящий путь, знайте, что я с вами на каждом этапе пути. Вместе мы сможем преодолеть все, что преподносит нам жизнь. Наконец, всегда не забывайте держать свое сердце открытым, чтобы принять приходящее благословение. Даже в самые мрачные времена всегда есть свет в конце туннеля. Доверьтесь моему руководству и мудрости, и вы найдете путь к истинному миру и счастью. Пусть эти слова всегда будут напоминанием о моей любви к тебе и моем обещании всегда быть рядом с тобой. Продолжай верить в меня, мой друг, и вместе мы добьемся необыкновенного успеха. Напишите: с каждой молитвой я чувствую любовь Божию, обновляющую мои силы. Сейчас я чувствую в тебе грусть, поэтому ты и пришел ко мне. Поверьте и доверьтесь моим словам, мои гарантии настоящие и действенные. В своем сердце верьте с верой и наблюдайте, как ваша печаль и беспокойство исчезают. Желающие причинить вам вред потерпят неудачу. Я понимаю, что некоторые трудности могут показаться непреодолимыми,
но я здесь, чтобы укрепить вас и наполнить ваше сердце мужеством и радостью. Вам больше не придется терпеть бессонные ночи, полные беспокойства. Держитесь этих слов и празднуйте жизнь со всей своей верой. Сегодня тот день, когда вы передаете мне свои молитвы, и я сам отвечаю на них. Я позволяю тебе пройти сквозь воды, стойко выстоять в бурях. Он не утонет, сын мой. Даже когда ветер дует против тебя и бурные волны ревут под твоими ногами, в подобных обстоятельствах это отражает твою любовь ко мне. Вспомни свою веру, вспомни времена, когда ты звал меня, и я отвечал, спасал тебя, избавлял тебя от многих врагов. Поразмышляй об этом и позволь своему сердцу успокоиться, зная, как сильно я люблю тебя и что я всегда рядом с тобой. Дорогое мое дитя, я действительно восхищаюсь тобой. Никогда не сомневайся в моей любви и не думай, что я не обращаю внимания только потому, что иногда молчу. В некоторых ситуациях нужно немного подождать, и мне придется набраться терпения. Я гарантирую, что результаты будут лучше, чем вы могли себе представить. Я наполняю твое сердце покоем и удаляю все заботы, которые ты несешь. Я все контролирую и решаю каждую проблему. Найдите минутку, чтобы закрыть глаза и почувствовать, как моя любовь окутывает вас. Позвольте себе быть охваченным этим и принять это. Когда тебе захочется плакать, просто позвони мне. Я здесь с тобой. Я никогда не оставлю тебя и не уйду. Я хочу, чтобы вы воспользовались этим временем, чтобы укрепиться в моих учениях, чтобы, когда ситуация улучшится, вы были мудрее в выборе друзей, которые по-настоящему ценят вас такими, какие вы есть. Помни, я всегда рядом с тобой. Я не заставлю тебя пережить больше, чем ты сможешь выдержать. Обратите внимание на моих гидов и оставайтесь со мной на связи, чтобы понять все, что я делаю для вас. Встаньте и встретите этот день с радостью. Наслаждайтесь благословениями, которые я даю вам каждый день. Мое сердце – фонтан. Бесконечную любовь и освежающую воду я предлагаю тебе. Пейте из него, и вы никогда не почувствуете себя опустошенным или беспомощным. Я еще раз думаю о тебе, твоей работе, людях, которых ты любишь, и обо всем, что для тебя важно. Я знаю ваши потребности еще до того, как вы их выразите. Поверьте, что я обо всем позабочусь, подстроив в нужный момент. Расслабься, мой дорогой. Отложите свои заботы и воспользуйтесь этой возможностью, чтобы искать меня и восхвалять меня. Я с нетерпением жду возможности разделить вашу радость и благодарность, когда вы осознаете, как сильно я вас люблю. Скажи мне, сын мой, дочь моя, как ты меня любишь. Я хочу услышать, как ты с радостью празднуешь мое имя. Подойди ко мне ближе. Сегодня ты поступил правильно. Расскажи мне, что ты чувствуешь, где бы ты ни был. Позови меня молча, от сердца к сердцу. Продолжай говорить со мной. Я слышу тебя ясно. Я хочу, чтобы вы знали, что произойдет, если вы выйдете победителем из этой ситуации, как вы ее преодолеете. Откройте для меня. Здесь вы найдете понимание. Не стесняйтесь выражать свое разочарование и разочарование. Прийти, как вы. Вам не нужно скрывать свои чувства. Я хорошо знаю каждый опыт, с которым вы столкнулись, и эмоции,
которые вас терзают. Надеюсь, вы открыты и от вас исходит искренность. Я хочу, чтобы ваша вера загорелась. Признай, что я единственный, кто тебя любит и понимает. Некоторые люди осуждают вас, потому что, кажется, с вами многое не так. Говорят, ты совершил так много ошибок, и твой дух настолько сломлен, что ты больше не можешь поддерживать себя. Они ждут, пока вы споткнетесь, прежде чем вы сдадитесь и отречетесь от своей веры. Однако сегодня ты пришел ко мне и оставишь здесь все эти чувства. Вместо того, чтобы паниковать, верьте тому, что я вам говорю, и всем моим обещаниям. Введите комментарий еще раз: «Я спасен Христом». Ты пришел ко мне в это трудное время и искал утешения в своей печали. Верьте моим словам и обещаниям, которые я вам даю. Я знаю, что вы сталкиваетесь с непреодолимыми трудностями, но я здесь, чтобы укрепить вас и наполнить ваше сердце мужеством и надеждой. Вам больше не придется терпеть бессонные ночи, полные беспокойства. Держитесь моей уверенности и смотрите в жизнь с обновленной верой. Сегодня тот день, когда ваши молитвы дошли до меня, и я ответил на них. Я позволяю тебе выдержать шторм, оставаясь спокойным и не тонув, даже когда дует ветер и волны бушуют у твоих ног. Помни свою любовь ко мне, когда я спас тебя, избавил тебя от врагов твоих. Пусть твое сердце покоится с миром, зная, что тебя любят, и я всегда рядом с тобой. Не сомневайся в моей любви, хоть вроде бы я молчу. Поверьте мне, потому что я знаю, что для вас лучше. Обо всем беру на себя, все согласовываю вовремя. Расслабьтесь, отложите заботы и ищите с благодарностью. Я надеюсь разделить твою радость, когда ты осознаешь, как сильно я тебя люблю. Кричи мое имя с радостью, потому что я здесь, чтобы услышать тебя. Расскажите о своих победах и о том, как вы преодолеете трудности. Откройте мне свое сердце, потому что я здесь, чтобы понять вас. Не стесняйтесь рассказывать о своих трудностях, ведь я здесь, чтобы помочь вам. Некоторые люди осуждают вас, но пусть это вас не беспокоит. Доверьтесь мне и моим обещаниям. Я с тобой сегодня и всегда. Напишите: Бог – источник моей безусловной и вечной любви. Верьте, что тем, кто желает вашего падения, будет стыдно за вынашиваемые ими планы. Те, кто стремится клеветать, осознают мою любовь к вам и столкнутся со своими собственными действиями. Не позволяйте эмоциям замешательства и разочарования мучить вас. Твой разум теперь свободен во имя моего святого и могущественного имени. Любые злые влияния, влияющие на ваше здоровье, будут восстановлены, ваша энергия обновится, ваш разум снова станет ясным. Я ваш всемогущий Бог, способный изменить ваше сердце и наполнить ваше существо моим духом. Узнайте сейчас. Пусть мой мир окружит тебя. Ваша вера сильна, ваша душа полна радости. Поделитесь со своей семьей посланием, которое я вам передал. Тебя очень любят. Приготовьтесь к чудесам, которые я привношу в вашу жизнь. Значительное благословение уже в пути. Вы чувствуете, что вот-вот произойдет что-то чудесное, внутренний покой. Напитайте свое сердце моими учениями. Позвольте сомнению поколебать вашу веру. Мои слова окончательны.
Я исцелю тебя полностью. Стойте смело. Весь негатив, долги, болезненные воспоминания исчезнут. Твоя свобода близка. Этот день знаменует конец ваших страданий и начало жизни, полной радости и счастья. Я сотворю с тобой великие чудеса. Ваша благодарность. Ваше сердце переполнится радостью. Мое обещание будет исполнено на ваших глазах. Вы получаете все, что вам нужно, и даже больше, чтобы поделиться с другими и помочь нуждающимся. Молитесь искренне, позвольте мне исцелить все ваше существо, убрать вашу печаль и поднять ваш дух. Откройте мне свое сердце, пусть мой мир наполнит вас. Вы боретесь, вы упорствуете, вы игнорируете обескураживающие слова. Сейчас настало время вам работать, получать от меня средства к существованию и процветать. Доверьтесь мне, своему плану, и я поддержу его. Радуйтесь моему присутствию, я исполню ваши самые сокровенные желания. Свяжитесь со мной, я отвечу. Я хочу показать вам удивительные вещи. Мои обещания верны, поверьте, все возможно для тех, кто верит. Я жду вашего ответа, поверьте мне и покажите это своими действиями. Реши оставить позади то, что или кто держит тебя подальше от меня. В трудные времена материальные вещи ничего не стоят без веры, исполни мое обещание. Ищите их, отвечу я, что-то мощное изменит вашу жизнь. Подтвердите свою веру в меня, когда вы искренне молитесь, я слышу вас. Верь, что ты получишь мой ответ в нужное время, будь смелым, поверь, я здесь, чтобы поддержать тебя, когда ты чувствуешь себя одиноким. Слушай мой голос, созерцай мою любовь к тебе. Я здесь, чтобы услышать и ответить на ваши молитвы, свяжитесь со мной с удовольствием. Комментарий: Господи, утешай меня в трудную минуту. Вы стоите на распутье, где желающие вашего падения будут сбиты с толку собственными планами. Не позволяйте путанице и разочарованию доминировать в ваших мыслях. Твой разум теперь свободен во имя моего святого и могущественного имени. Любое злое влияние, влияющее на ваше здоровье, будет обращено вспять, ваши силы обновятся, к вам вернется ясное мышление. Я твой всемогущий Бог, способный изменить твое сердце и наполнить все твое существо моим духом. Почувствуй это сейчас, пусть мой мир струится над твоей стойкой верой, твоя душа переполняется радостью. Идите и поделитесь посланием, которое я дал вам, всей вашей семье, потому что вы очень любимы. Приготовьтесь к чуду, которое произойдет в вашей жизни. Значимые благословения уже в пути, вы чувствуете близость к чему-то прекрасному. Напитывайте свое сердце моими учениями, сохраняйте свою веру, несмотря на все сомнения. Я исцелю тебя полностью, стой мужественно, все негативное, каждый долг, каждое болезненное воспоминание будет стерто, твоя свобода близка. Этот день знаменует собой конец ваших оков и начало жизни, полной радости и счастья. Внутри вас происходит невероятное чудо, и ваша благодарность переполнится. Обещаю, твое сердце будет полно радости, и ты увидишь это своими глазами. Вы получаете все, что вам нужно, и даже больше, чем можете поделиться с другими и помочь нуждающимся. Молитесь искренне, позвольте мне коснуться и исцелить каждый аспект вашего существа, удалить все ваши печали и поднять вам настроение.
Откройте мне свое сердце, позвольте моему миру наполнить вас. Вы храбро стояли, игнорируя обескураживающие слова других. Сейчас настало время победить, получить мою поддержку и мир. Доверься мне своим планам, и я поддержу их. Радуйся вместе со мной, ведь я исполню твои самые сокровенные желания. Позвоните мне, и я отвечу. Я хочу показать вам удивительные вещи. Поверьте моим словам. Мои обещания верны, и вы много раз слышали, что все возможно для тех, кто верит в меня. Я жду вашего ответа. Покажите своими действиями, что вы мне доверяете. Решите оставить что-то или кого-то, кто держит вас подальше от меня, когда наступят трудные времена. Они вам не помогут, материальные вещи бессмысленны без веры. Держитесь моего обещания изо всех сил. Всегда смотри на меня утром, днем, вечером и перед сном. Рассказывай мне свои пожелания и будь уверен, я дам тебе самое лучшее. Слушайте внимательно, что-то прекрасное и мощное меняет вашу жизнь. Я призываю вас подтвердить свою веру в меня. Когда вы искренне молитесь, я всегда слышу ваши молитвы, они имеют для меня значение. Будьте уверены, что вы получите мои ответы в мое время и согласно моему графику. Будьте смелыми и верьте, что я хочу многое сделать для вас и ваших близких. Верь в мои обещания, повторяй их по ночам, мечтай о них, никогда их не забывай. Мои обещания – твоя крепость, твой щит, твой меч, в них укрепляется твое дыхание. Поверьте, что я здесь, чтобы поддержать и обеспечить вас. Не забывайте меня, когда возникают трудности. Никто другой не сможет спасти вас и поддержать вас, как я. Если вы окажетесь одиноким и беспомощным, остановитесь и прислушайтесь к моему голосу. Подумайте о моей любви к вам, как я доказал в своем своевременном и несвоевременные пути. Еще раз, и как вы испытываете чудеса, когда они вам нужны больше всего. Принимайте их с радостью и благодарностью. Но жизненные испытания могут. Однако после того, как ты заставил тебя забыть меня, моя любовь к тебе остается неизменной. Когда вы свяжетесь со мной, я буду здесь, готов выслушать и ответить на ваши молитвы. Приди к моему небесному престолу и дай мне радость. Давайте сейчас помолимся мощной молитвой. О милостивый и милосердный Боже, источник всякого исцеления и восстановления, мы приходим к Тебе сейчас, смиренно признавая нашу потребность в исцелении, как физическом, так и духовном. Ты божественный целитель, исцеляющий все болезни и возвращающий здоровье призывающим Тебя, Господи. Мы знаем, что исцеление касается не только тела, но также разума и духа. Мы просим Вас послать свой свет и мир в умы тех, кто страдает, чтобы они могли найти утешение и надежду во время боли и нужды. Мы молимся за тех, кто борется с хроническими, острыми или изнурительными заболеваниями. Укрепи, Господь, своим присутствием и дай им смелость и настойчивость, необходимые для решения проблем, с которыми они сталкиваются каждый день. Мы также молимся о том, чтобы те, кто заботится о больных, укрепились в своем служении и обрели покой. Пусть они станут инструментом исцеления и утешения для тех, о ком Ты заботишься, Господь. Мы видим вокруг себя столько болезней и страданий, и это напоминает нам о хрупкости человеческой жизни. Просим Твоей благодати и милости ко всем больным, чтобы они чувствовали себя комфортно в Твоем присутствии и обрели полное здоровье. Помимо физического исцеления, Господи,
мы молимся также о внутреннем и духовном исцелении. Многие люди страдают из-за прошлых травм, беспокойства, депрессии и психических страданий. Пусть Твой мир, превосходящий всякое понимание, наполнит сердце и умы страждущих, принося исцеление и освобождение. Господь, мы благодарим Бога за дар медицины и науки, за врачей, медсестер и медицинских работников, которые неустанно работают над исцелением и уходом за больными. Благослови их усилия и дай им мудрость и мудрость. Пусть эта молитва, Господи, станет свидетельством нашей веры в Твое провидение и исцеляющую силу. Пусть мы всегда, в здравии или болезни, находим утешение в Твоем присутствии и верим в обещание Твоего выздоровления. Дай нам, Господи, благодать принять исцеление Твое с благодарностью и смирением, понимая, что всякое исцеление исходит от Тебя. Пусть мы прославим Твое имя во всех обстоятельствах нашей жизни, Господь. Мы хотим раскрыть все беды, преследующие наш мир. Мы знаем, что в Вашей бесконечной мудрости Вы обладаете силой исцелить все болезни и страдания. Мы просим Вас протянуть Свои милосердные руки к страждущим, принести облегчение и исцеление туда, где есть боль и страдания. Пусть Ваш божественный свет освещает больницы и клиники, направляя врачей, медсестер и всех работников здравоохранения в их усилиях по исцелению и утешению больных. Дай им мудрость и сострадание в заботе о них, чтобы они стали орудиями Твоей благодати и любви. Господи, мы также возносим молитвы тех, кто сталкивается с невидимыми битвами, борется с душевными и эмоциональными недугами. Пусть они найдут в Тебе утешение и мир, зная, что именно Бог исцеляет все раны души. Мы молимся об исцелении не только физического тела, но и разрушенных отношений, ожесточенных сердец и беспокойных умов. Пусть Твоя восстанавливающая благодать пронизывает каждый аспект нашей жизни, принося примирение, прощение и обновление. Господь, пусть эта молитва будет выражением нашего искреннего желания увидеть исполнение Твоей воли в нашей жизни и во всем мире. Дайте нам уверенность доверять Вам во времена неопределенности и надежду поверить в Ваши обещания исцеления и восстановления. Давайте будем живыми свидетелями Вашей преобразующей силы, разделяя любовь и сострадание, которые мы получаем от Вас с окружающими. Пусть мир увидит в нас Твой свет, сияющий сквозь тьму боли и страданий. Сегодня, Господь, мы приносим Тебе всех, кто испытывает болезни и боль. Это люди, которые борются с хроническими, острыми или неизлечимыми заболеваниями. Налей их миром, Господи, и восстанови здоровье и жизненную силу телам их. Мы молимся не только о физическом исцелении, но и о духовном утешении и силе для тех, кто сталкивается с трудностями и неопределенностью. Пусть они почувствуют Ваше присутствие рядом с ними, укрепляя их мужеством и надеждой среди невзгод. Мы знаем, что Ваши пожелания добрые, идеальные и радостные. Мы доверяем Тебе, что Ты проведешь нас через темные долины болезней, зная, что мы идем не в одиночку, но что Ты с нами на каждом этапе пути. Мы также молимся о мудрости и понимании для тех, кто занимается уходом за больными. Будьте уверены, что Ваше желание будет исполнено и Ваше исцеление осуществится по Вашей доброте и милосердию. Аминь. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии веры и молитвы.
Если это сообщение тронуло ваше сердце и вы хотите оставаться на связи, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать больше такого вдохновляющего контента. Нажмите кнопку подписки ниже и включите колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить наши новые публикации. Если это сообщение тронуло ваше сердце, пожалуйста, оставьте лайк ниже, чтобы помочь нам донести наше послание надежды и любви до большего числа людей. Поделитесь этим видео со своими близкими, чтобы распространить свет и мир, которые мы нашли вместе. И самое главное, продолжайте свой путь веры вместе с нами, прямо сейчас посмотрев следующее рекомендуемое видео на вашем экране. Да благословит вас Бог обильно до следующего раза. Спасибо, что являетесь частью нашего сообщества. Пусть тебе будет спокойно.